Футболисты Краснодара проиграли испанской Севилье в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1-2. В составе победителей результативными ударами отметились Иван Ракитич и Мунир Эль-Хаддади. Единственный мяч россиян забил Вандерсон. Краснодарцы после этого поражения лишились шансов на выход в плей-офф турнира. После 4 матчей они располагаются на 3-й строке группы И, имея в активе 1 очко. Теперь задача российских футболистов будет завоевание путевки в Лигу Европы. Первый шаг к этому они постараются сделать в следующем матче против французского Ренна, который также с 1 баллом замыкает квартет. Лишились шансов на выход в следующий раунд турнира и футболисты «Зенита». Петербуржцы в гостях проиграли итальянскому «Лацио» со счетом 3-1. В составе хозяев поля дубль оформил Чиро Иммобиле. Еще одно взятие ворот провел Марко Пароло. У проигравших отличился Артем Дзюба, который благодаря этому мячу стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов среди российских футболистов. В его активе 9 голов. Подопечные Сергея Симака замыкают таблицу группы F, набрав 1 очко в 4 встречах. Они также переключаются на борьбу за попадание в Лигу Европы. В следующем туре россияне сыграют с прямыми конкурентами за путевку – бельгийским Брюгге, который с 3 баллами идет на 3-й строке группы. А вот результаты других встреч игрового дня. Челси в гостях со счетом 2-1 обыграл Рен. ПСЖ на своем поле одержал минимальную победу над РБ Лейпцигом. Манчестер Юнайтед дома нанес разгромное поражение Истанбул Башакшехиру 4-1. Ювентус в Турине выиграл у Ференцвароша 2-1. Барселона на выезде отправила 4 безответных мяча в ворота киевского «Динамо», и дортмундская Боруссия со счетом 3-0 переиграла Брюгге. Московский «Спартак» победил Сочи в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 5-3. В составе красно-белых шайбы забросили Илья Талалуев, Лукаш Радил, Никита Соколов, Мартин Бакаш и Артем Федоров. У гостей дублем отметился Давид Рундблат. «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 29 играх. Сочинцы идут на 10-й позиции, имея в активе 19 пунктов. В следующем матче московский клуб в гостях сыграет с Борисом, а Сочи на своем льду примет ЦСКА. Российский страж ворот Тампы Андрей Василевский занял 1-е место в рейтинге лучших вратарей Национальной хоккейной лиги на данный момент. Список составили эксперты официальной телесети лиги НХЛ Network. Вторым стал финский голкипер Бостона Тукка Раск. Тройку лучших замкнул американец Коннор Хеллебайк из Виннипега. Напомним, Василевский выступает за Тампу с 2012 года. В общей сложности он провел 318 матчей, одержав 192 победы. В прошедшем сезоне россиянин стал обладателем Кубка Стэнли. Также в его активе имеется приз лучшему вратарю по итогам регулярки Визина Трофи, который Василевский получил в 2019 году. Перейдем к событиям нашего региона. Якутские борцы завоевали 3 медали на первенстве России среди юниоров с нарушениями слуха. Соревнования прошли во Владимире. Как сообщает «Спорт Якутии», Андрей Винокуров, выступавший в весовой категории до 74 килограммов, стал серебряным призером турнира. Также на 2-ю ступень пьедестала взошел Евгений Мухамедзянов, состязавшийся в весе до 65 килограммов. Бронзовую награду в копилку команды принес Альберт Петров, выступавший в категории до 57 килограммов. Добавим, что якутяне на этих соревнованиях заняли 3-е место в командном первенстве, пустив вперед сборные Дагестана и Северной Осетии Алании. Студент Северо-Восточного федерального университета Янник Самплей признан лучшим нападающим чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги сезона 2019-2020. Список лучших игроков накануне опубликовал официальный сайт Ассоциации мини-футбола России. Студент 3-го курса Института физической культуры и спорта в прошлом сезоне в составе якутской «Зари» забил 27 мячей в 19 матчах. Минувшим летом в межсезонье его рийский футболист перешел в Липецкий ЛКС, который также выступает в высшей лиге. В текущем сезоне на счету Самплея 9 результативных ударов в 9 встречах. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!